ролики. Так, ставим пленку в фильмовый канал. Закрываем. Так, все нормально. Конечно, здесь проблем-то больше немножко, чем с видеоаппаратом, с видеопроектом, но зато здесь интереснее. Вся история, она России, там, Советского Союза или вообще всего мира прошла через глазок кинокамеры, и это очень интересно смотреть такие вещи. Благодаря объективу фото- и киноаппарата мы смотрим на ушедшее время. Воткинский кинофотоклуб «Фокус» донес до нас эти свидетельства недавних, но уже прошлых событий и лиц. И мы смотрим на них глазами фотографа и оператора. В старинном заводском городе мастерские фотографов, собственно тех, кто сумел запечатлеть себя и время, находились на самых главных улицах. Отношение к фотографии было особое. В Воткинске отношение к фотографии было более чем трепетным. Во-первых, это важное событие. Нужно было принарядиться, причесаться, может быть, сшить новое платьишко, может быть, подготовить там новую сумочку, которая непременно должна быть на снимке, чтобы она такая кокетливая была. Фотография – модное увлечение и среди современных воткинцев. Валерий Ступишин с фотоаппаратом уже полвека смотрел на нашу неспешную жизнь из разных объективов. Это старая фотография 55-го года, наверное. Валерий Валерьянович – свидетель событий, уже ставших историей. Это городской демонстрации начала 50-х годов и даже наводнения 70-х. Главное назначение фотографии видит в одном. Запечатлели историю, вообще говоря. А потом через 10, 15, полсотни лет, через сотню это уже была самая настоящая история. Вот память об этом. На память все снимается. Так и называлось. Фотография на память. Прежде к фотографиям относились как к редкому предмету. Хранили в альбомах ручной работы. Семейные парадные портреты непременно помещали в рамки на самом почетном месте. В нашем музее хранится большая коллекция фотографий. Некоторые из них представлены в экспозиции. Но ведь, чтобы сделать фотографию, необходима специальная техника. К фотоаппарату полагалась большая коллекция вот таких деревянных пластинок. И если мы вспомним старые фильмы, то как раз именно такие пластинки использовались в старых фотографиях. Удивительно, но если сделать совершенно небольшой ремонт, можно и сейчас сделать уникальные снимки. Причем снимки будут такого качества, какого, как говорят специалисты, современной техникой, современным самым, может быть, фирменным оборудованием и не сделать. Ну, опыта не было у меня. И вот получилось фотографии-то сами по себе. Вот. Ну, это моя Джемондия. Значит, свинка у нас, это Вера, моя жена. Ну, это вот наш баня моя, колодец во дворе. Так, Федор Павлович впервые увидел фотоаппарат в 27 году у приехавшего в деревню родственника. По тем временам это было настоящее чудо. С того момента и стал фотографировать жизнь своих родственников и деревни. А первый фотоаппарат собрал самостоятельно. Типа, значит, ящичка такого. Дальше гармошку, вот, и где должен быть этот объектив, значит, чтобы мог он двигаться. А объектив заклеил бумагой черной, проколол отверстие, и когда я стал, значит, смотреть на пластинке, значит, у меня появилось изображение, и это вот так. Правда, фотографий с того аппарата не получалось. Все зависит от удачи, от случайности. То есть, с одной стороны, он должен сделать, ну, допустим, если это профессиональный фотограф, задание выполнить, да, но очень часто многие вещи происходят случайно, просто ему повезло. Ну, своего рода удача такая. В принципе, можно вот что-то такое сделать. Просто у меня вот здесь есть как раз фотографии, которые, ну, просто сделаны случайно, просто мне повезло.
Фотографии Елены Зориной с ее тонким видением уходящего времени публиковали в самых серьезных изданиях России. Сейчас Лена работает на радио, но с фотоаппаратом не расстается даже во время своих экстремальных путешествий по России. Иногда тебе кажется, что если ты что-то не сфотографировал, то ты сделаешь это завтра. Обычно это не повторяется, этого не происходит. То есть то, что было сегодня, это сегодня. А завтра это уже просто другой день. Другой воткинский очевидец нашего времени Михаил Медведев купил фотоаппарат, когда родился первенец. Как шутит автор, если сейчас сложить все фотографии, то это собрание будет выше дома. Одна из работ мастера получила престижный диплом на международной выставке. В последнее время фотограф отдает предпочтение пейзажам. Природа, она была всегда прекрасна, как и в 17 веке, как и в 21 году. Лишь бы мы ее больше не загадили. Многие фотографии вот здесь, которые есть, сфотографированы у меня в саду. А вот время выбирать, так большей частью, когда между прополкой грядок или поливкой можно и фотоаппарат взять. Особое отношение всегда было к портрету. Среди многочисленных фотографий семейные пары, дети и старики, знать и городской обыватель, мастеровые и их жены. Это не просто фотографии, это не просто рассказ о какой-то семье, это рассказ о моде того времени, это рассказ о менталитете Воткинска. В городе быстро внедряли в быт новинки техники. Почти сразу здесь появилась и цветная фотография. Это настоящая фотография. Причем фотография была сделана в 1871 году. Фотография, после того, как была снята вот эта маленькая девочка, Софочка Серебрякова, была передана художнику. Потому что во второй половине XIX века фотограф и художник работали между собой очень тесно. То есть в одной студии порой находился фотограф и находился тут же художник. Задача художника была сделать черно-белую фотографию цветной. То есть чтобы эта фотография больше походила на портрет. Павла Кожевникова коллеги называют не иначе, как динозавром. По-прежнему в домашних условиях, что нынче уже большая редкость, мастер печатает цветные снимки. А миниатюрная лаборатория приютилась в прихожей. Эксперименты и вычисления, связанные с цветной фотографией, Павел Павлович многие годы заносит в особую тетрадь. К фотографии у него отношение более чем трепетное. Вот я говорю, что даже запах там створок, запах вот эмульсионы, бумаги, скажем так, вот особенный казался всегда. И делаешь фотографии, потом мне когда аккуратность излишне даже, где-то фотоаппарат, чтобы он не запылился, и потом настолько это удивительное чувство такое. А насчет вот впоследствии я заметил, вот купишь там что-то новое, какую-то аппаратуру, вот 2 недели спать не могу спокойно. Я вот что заметил, вроде говоришь себе, надо всегда с собой иметь фотоаппарат, всегда. Очень часто было, и пропустил тогда эти моменты я, значит, идешь, и такой закат красивый, так замечательно, и нет фотоаппарата с собой. Надо, чтобы он был всегда. Как фотографы в шутку говорят, чтобы прикол был в тебе. Вот так. И иногда удивительные бывают закаты. Павел Кожевников преподает искусство фотографии на станции юных техников. Учит смотреть на мир особым взглядом. Иван Афанасьевич был одним из первых в Воткинском кинофотоклубе. Пришел еще в 1973 году.
Но жизненному оптимизму мастера простора фотоискусства оказалось недостаточно. Он снимал еще и кино. Фильм «Мое поле», смонтированный почти 30 лет назад, ни много ни мало, уже историческая хроника. Дело, наверное, просто во времени. Было время, когда мы снимали больше именно людей, именно какие-то документальные какие-то моменты, хронику городскую. Увлекало нас это дело. И оно как-то востребовалось в то время. А сейчас, в принципе, это никому не надо. Сейчас снимать людей бесполезно, потому что у каждого свой фотоаппарат, каждый может себя в любой позе сфотографировать. Владимир Крылов возглавляет городской кинофотоклуб почти 30 лет. Как и все в клубе, фотографирует и снимает кино. За эти годы при его участии снято около 60 любительских фильмов. Просто эти материалы, они будут, может быть, востребованы чуть позднее, когда не выйдет, может быть, уже нас на этом белом свете, возможно, тогда будет еще интереснее. Чем дальше отходит время от нас, тем материал становится ценнее и интереснее, конечно. В кадрах, бегущих под звук потрескивания киноустановки, мелькает наше время. События и люди, собранные в миллиметрах и километрах пленки. Время осталось в кадре, и мы его очевидцы, за что и благодарны необычным людям с фото и киноаппаратом. Вот он, молодущий такой, как 20 лет назад, 100 километров в час в этом воздухе. Ну, он долго летал. Долго летал. Было всем интересно. А сейчас, правда, запрещают это. Самолет летает со скоростью 100 километров в час в этом воздухе.